Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Право на жилище относится к числу основных прав граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В этой связи особое внимание защите указанных прав уделяется органами прокуратуры. Прокуроры принимают обязательное участие в судебных разбирательствах при рассмотрении дел, связанных с утратой жилищных прав. В каких случаях и в каком порядке граждане признаются утратившими право пользования жилым помещением? Какие существуют особенности рассмотрения дел по жилищным спорам? Об этом мы поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Вадимом Никоновым. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для начала, в каких случаях собственник может утратить право пользования жильем? Собственник может утратить право пользования своим жильем в случае, когда у него изымают земельный участок для государственных или муниципальных нужд, на котором расположен многоквартирный дом. Это регламентировано статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Такие случаи, направления таких исковых заявлений у нас по республике, в частности, бывают при направлении исков окружной администрации, например, города Якутска, об изъятии земельных участков для государственных муниципальных нужд в случае реализации программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья. При этом суды при рассмотрении таких дел обязательно проверяют процедуру изъятия такого жилья. И если процедура нарушается, то в удовлетворении иска, как правило, отказывается. Вы уже затронули саму эту процедуру изъятия жилого помещения. А из чего она состоит? Расскажите подробнее. Прежде всего, собственнику администрация обязана направить уведомление о принятии такого решения об изъятии земельного участка и об изъятии, соответственно, жилья, в котором он проживал, которое находится на этом многоквартирном доме. Это все, как я уже говорил, регламентировано жилищным законодательством, и в последующем они должны направить ему соглашение об изъятии этого жилья. Если собственник не согласен с предоставляемым ему жильем, он вправе отказаться от получения этого жилья, и администрация не может понудить его переселиться в другое жилое помещение. На это суды обращают внимание, вот такая вот предварительная процедура есть. А в каком случае человек может не согласиться с решением суда? С решением суда вправе собственник не согласиться, когда нарушаются его права, законные интересы. А, как правило, это затрагивается в том случае, когда ему предоставляется неблагоустроенное, допустим, жилое помещение, или жилое помещение, которое неравнозначно по жилой площади, которую он занимал ранее, либо же помещение, вот это, которое ему дают, оно находится за пределами населенного пункта, в котором он ранее проживал. В этом случае они вправе оспорить как судебное решение, так и, если это было еще не доходя до судебного решения, на стадии досудебных соглашений, он вправе оспаривать действия окружной администрации напрямую в суд, или к нам в органы прокуратуры. А какие особенности рассмотрения дел в суде по таким спорам? Особенности, значит, помимо проверки судом процедуры, которой я указал, нередко возникают споры между сторонами о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение, то есть выкупная цена. Собственники вправе не только получить жилье, другое, они вправе получить выкупную цену. То есть без предоставления жилья им оплачивается цена за то жилье, которым они ранее занимали, которое будет теперь принадлежать государству или муниципалитету. Если стороны не достигли соглашения по цене, суд вправе назначить судебную экспертизу по определению рыночной стоимости жилья. И здесь нужно обращать внимание на то, что стоимость определяется исходя из стоимости самого жилья, во-первых. Во-вторых, из стоимости земельного участка, на котором расположен этот дом, с учетом доли в праве общей совместной собственности, общедомовое имущество, а также обязательно должны указываться там расходы, связанные с переездом гражданина из одного жилого помещения в другое жилое помещение, расходы, связанные с этим переездом, транспортные какие-то услуги были ему оказаны.
это все должно быть указано в стоимости за выкупную цену жилья. И суды тоже должны это перепроверять, все ли там учтено. Вот так. А как долго могут длиться такие дела в судах? И, может быть, сразу приведете какие-то примеры? Есть такие примеры, когда суды первой инстанции удовлетворяли исковые заявления, но при этом между сторонами оставался спор. То есть это достаточно длительный процесс, потому что сама экспертиза первоначальная, она занимает определенное время. По назначению экспертизы, по проведению экспертизы, в последующем, когда стороны обжалуют решение суда, здесь суд апелляционной инстанции тоже вправе провести свою экспертизу, если там какие-то есть разногласия, в том числе вот по цене. И есть такие случаи у нас в республике, когда Верховный суд отменял решения городских районных судов именно по стоимости выкупной за жилье, поскольку не были учтены вот эти моменты, которые я сказал. В частности, не были учтены расходы на переезд гражданина, на переезд, значит, перевозку вещей его и так далее. Есть такие случаи, бывали они неоднократно, суд назначает экспертизу, это достаточно тоже такой длительный процесс. Поэтому лучше сразу на это все обращать внимание, чтобы экспертиза первоначальная содержала в себе все необходимые условия. А в каких случаях выселяют граждан, которые не являются собственниками жилья? Лица, которые не являются собственниками жилых помещений, могут быть выселены, к примеру, если прежний собственник при продаже своей квартиры по каким-либо причинам не снялся с регистрационного учета, либо кто-то не выехал из членов его семьи и продолжает проживать в этом жилом помещении. Бывают такие случаи. Во-вторых, за бывшими членами семьи может быть сохранено право пользования жилым помещением на определенный срок. Но в большинстве случаев таких прав у них не сохраняется, они просто продолжают проживать в этом жилом помещении, хотя семейные отношения между ними фактически прекращены, между собственником и членами семьи. В таких случаях тоже собственник вправе предъявить иск к бывшему члену семьи, не собственнику, о его выселении и признании утратившим право пользования жилым помещением. Кроме того, из несобственников можно выселять граждан, которые проживают в муниципальном жилом фонде, то есть по договорам социального найма. Есть определенные случаи, когда администрация обращается с иском о выселении гражданина, который не проживает длительное время в жилом помещении, занимает муниципальный жилой фонд, хотя у нас есть и очередность тех, кто хотел бы проживать, но он по тем или иным причинам не проживает длительное время. Кроме того, выселяют граждан, которые длительное время не оплачивают коммунальные услуги по договорам социального найма, те, кто без хозяина относится к имуществу муниципалитета или систематически нарушают права и законные интересы соседей, с которыми проживают рядом. Таких случаев у нас в судебной практике тоже достаточно много, когда выселяют бывших членов семьи собственника, например, бывшего, допустим, супруга, который остался проживать в жилом помещении, и суд уже выясняет конкретные причины, почему и из-за чего он там остается проживать. Вот в таких случаях граждан, которые не являются собственниками, можно будет по закону признать утратившим право пользования жилым помещением. А в чем особенности таких дел? Особенностями, значит, таких дел, вот, к примеру, по делам о выселении бывших членов семьи собственника, нужно смотреть, по каким вот причинам он остался проживать в этой квартире, как длительно он проживает и на каком праве он вообще вот был вселен в это жилое помещение. Далее за ним может быть сохранена возможность сохранения права пользования этим жилым помещением на определенный срок. Это должны быть определенные обстоятельства для этого, то есть он не может, допустим, обеспечивать себя каким-либо другим жильем, он не трудоустроен, у него нет средств, допустим, к существованию, он находится в тяжелом имущественном положении, не может, допустим, приобрести себе там ипотеку или снимать жилье в аренду. В этом случае суд вправе, в том числе и по собственной инициативе,
предусмотреть для таких граждан срок, за которыми за ними может сохраниться право пользования. Ну, как правило, срок составляет 6 месяцев для поиска нового жилья. При рассмотрении дел о прекращении договора социального найма следует отметить, что есть случаи, когда выезд хоть и является длительным, но он является вынужденным. То есть он выехал не потому, что он просто уехал на другое место жительства, а потому что, допустим, он поступил на учебу в высшее учебное заведение и продолжает обучение там, но имеет намерение остаться, ну, допустим, в городе, в котором он проживал, имеет намерение вернуться. Либо же по состоянию здоровья он выехал в другой населенный пункт и там продолжает длительное лечение. По невнесению платы здесь такая особенность рассмотрения дела, что если гражданин не вносит эту плату или нарушает права других жильцов, соседей, или бесхозяйно относится к имуществу, то есть разрушает, грубо говоря, это имущество, не следит за ним, то в таком случае выселение здесь проводится без предоставления другого жилья. Поэтому здесь на вот эти моменты следует обращать внимание. Здесь вот есть такие особенности рассмотрения дел. Но такие выселения, они являются крайней мерой. Перед тем, как обратиться с иском в выселение, администрация, она обязана обратиться с уведомлением, прежде всего, ну и предупредить гражданина о том, что вот он нарушает права граждан других лиц, поэтому здесь вот такая досудебная процедура имеется. А можно ли выселить собственника? Собственника возможно выселить, это регламентировано гражданским законодательством, если он использует жилое помещение, хоть и на праве собственности, но не по назначению. Если он также бесхозяйно относится к своему имуществу, что приводит к его разрушению, органы местного самоуправления также должны соблюдать досудебный порядок, должны обратиться с предупреждением к собственнику заблаговременным и дать ему возможность устранить эти нарушения. Допустим, если он разрушал это вот жилое помещение, то соразмерный срок для того, чтобы он восстановил в первоначальный вид жилое помещение. Если же собственник продолжает игнорировать, также относится к своему имуществу, также его использует не по назначению, администрация местного самоуправления, она вправе обратиться с иском в суд о продаже этого жилого помещения собственника на публичных торгах с предоставлением ему вот этих вот денег, вырученных на торгах. При этом администрация вычитает из этой суммы